Итак, господа, это финальный пятираундовый поединок в легком весе, весовая категория 70,3 килограмма. Представляем героев этого финального поединка. Спортсмен в синем углу. Ему 23 года, рост 176 сантиметров, профессиональный рекорд. 13 побед, всего 3 поражения. Он представляет город Бишкек, Республику Кыргызстан, клуб «Интимак». В синем углу Абдисалам Кубаныч. И его соперник в красном углу. Ему 24 года, рост 182 сантиметра, профессиональный рекорд. В 4 боях 4 победы. Он представляет Российскую Федерацию, Чеченскую Республику, город Грозный, клуб «Беркут», в красном углу Мавсар Баймасханов. Рефери поединка Гирисхан Чебилов, Республика Ингушетия, Россия. Бойцы на середину. Ну что же, Так, бойцы, очень решительно настроен Кубаныч Абдисалам. Правила вы знаете, правила соблюдаем, Меньше не эмоций нарушаем. на лице Все и понятно. в глазах Пожали руки. Маузера Баймасханова. Судья готов. Очень важный поединок. Готов. Здесь, конечно, важно подойти к нему Боец холодной готов. головой. Готов. Длинная Время. дистанция. Бой! В плане профессионального ММА, конечно, опытнее Кубаныч Абдисалам. В его активе больше поединков, более чем в 4 раза. Но мы знаем, что за плечами Маузера Баймасханова очень серьезная и богатая любительская карьера. Но там формат другой. Там один раунд по 5 минут, а здесь 5 по 5. Это немного меняет ситуацию, особенно в поздних раундах. И, естественно, задача Кубаныч Абдисалама наверняка затянуть Маузера в эти самые поздние раунды. Потому что класс как ударника у Маузера на порядок выше. Переводить себя в партер он также не дает, по крайней мере, легко. По крайней мере, никому это не удавалось здесь. И нужно будет очень постараться Кубаныч Абдисаламу. Сначала вымотать соперника, а потом перевести его в партер. Ну а задача Маузера, она ясна. Перестреливать соперника на дистанции, не подпускать его к себе. Вот таков расклад, наверное, в данном поединке. И присматриваются достаточно долго друг к другу бойцы. Одиночными ударами пристреливаясь. Сайд-кик хороший в исполнении Маузера. Дистанция пока средняя и дальняя в этом бою. Не спешит сближаться с оппонентом Кубаныч Абдисалам. Потому что очень чувствителен Баймасханов. Он может встретить в любой момент. Он заряжен. Вот. Право. Как сейчас, допустим. Право выстреливает Баймасханов. Очень жесткий лоу-кик. Вот, конечно, в плане мощи, наверное, Кубаныч Абдисалам превосходит соперника. У Маузера Баймасханова все-таки пока еще сохранилась вот эта любительская тычковая манера ведения боя. Он очень техничен, он динамичен, быстр. Вот того самого панча одного в его ударах если, нет, в общем, по большому счету. Но это не значит, что он не может нокаутировать своих соперников. Мы помним бой с Сухрабом Давлатовым, когда Маузер оформил такой показательный нокаут. Ну а пока у нас очень много разведки в этом раунде. Уже 2,5 минуты, даже больше позади. Активных действий, помимо перемещений, мы не наблюдаем. Опережает по скорости Маузер Баймасханов своего соперника. Он более чувствителен. И вот сейчас слева встречает Маузер. И Кубаныч это чувствует. Поэтому он пытается отбить ноги сопернику, чтобы лишить его маневра, динамики, подвижности.
и, вероятно, через ноги переводить как раз-таки атаки в голову. Попытка удара с разворота от Абдисалама. О, хороший хайкик. Наверное, в таком ключе этот поединок может не только 5, но и 10 раундов продолжаться. Минимум затрачивается энергии. Ну, очень быстрые ноги у Моусера Баймасханова. Очень быстрые. Да, после атак ногами сразу руки добавляет Моусер Баймасханов. Одноименный, в том числе вот сейчас первый звоночек. До него прозвенел справа. Жестко пытался донести свой удар до цели Кубаныч Абдисалам. Ну, естественно, Кубаныч будет переходить к борьбе после удара справа. Но это он перенесет на следующие раунды. Сейчас пропускает левый прямой Абдисалам. Пытается раздергать своего соперника Кубаныч Абдисалам. Однако посмотрите, как проваливает его Моусер Баймасханов. И потом наказывает двумя ударами с рук и бэк-киком. Вторая пятиминутка стартует. Уважаемые друзья, чемпионский бой в легком весе. Беркут Янг Иглс. Финал Гран-при 2018-2019. Кубаныч Абдисалам пытается найти свое счастье в атаке, но не подпускает к себе Моусер Баймасханов его. Постоянно встречает, переигрывает. Вот с наскока решил действовать Кубаныч. Колено неточное. После мидл кика со стороны Моусера Баймасханова справа Кубаныч достал своего соперника. Это уже звоночек, потому что очень тяжелые руки у бойца из Кыргызстана. Очень энергозатратная. Ну, хорошо зацепился. Слева попадает Баймасханов. Но не пошел добивать. Потерял равновесие Кубаныч. Насколько он был потрясен, знаете, Еще самому, конечно. хайкик. Ну и вот следом, да, хайкик пропускает Кубаныч. Абдисалам, опущена его правая рука, и воспользовался этой брешью в обороне Моусер Баймасханов. Вот Снова здесь проваливает. да, вот это превосходство в ударной технике сказывается. Двойка навстречу, еще одна. Образцовая работа от Моусера Баймасханова. И первая попытка пройти в одну ногу неудачная. Проваливается Кубаныч. Такое ощущение, что Моусер Баймасханов проводит мастер-класс в этом бою. Полностью переигрывает он соперника. Но впереди еще 3,5 раунда. Естественно, у Кубаныча Абдисалама будут свои удачные моменты и свои шансы. И он это понимает. Дистанция довольно-таки длинная. И в любом случае бойцы начнут уставать. И вот сейчас слева зацепил соперника Кубаныч, но при этом и сам справа пропустил. На самом деле все может измениться. Один шальной удар, одно неправильное действие и просто перевернуть возможно все с ног на голову. Но пока что очень грамотно действует Баймасханов. Встречает постоянного Кубаныча. И практически каждая его атака доходит до цели. Проблема для Баймасханова
в том, что хорошее колено навстречу, что он при всем своем классе и превосходстве над соперником уровня ударной техники именно не обладает одним разовым ударом. И поэтому постоянно соперник будет нависать над ним и до конца этого поединка будет угрожать. Или тейкдауном, или одним хорошим плотным ударом. Вот в этом, наверное, вся интрига. А так, конечно, мастерство и уровень ударной техники, скажем так, он на разном уровне у бойцов. Двигается очень хорошо пока. Ну, борьбы нет, поэтому силы остаются. И, возможно, в таком темпе 3-4 раунда по-любому, даже, возможно, и 5 раундов сможет работать Баймасханов. Баймасханов очень подвижен на ногах, поэтому он не дает шанса Курбанычу Абдисаламу войти в клинч, Вот как первая сейчас. попытка, Вот да. первая попытка во втором раунде. Прижался уже слишком к сетке и быстро же все-таки угрозу этого от себя отвел Баймасханов. Жесткий лоу-кик от Абдисалама. Навстречу пропускает 2 удара и сам доносит 1. И вот, пожалуйста, посмотрите, вот это работа, где будет появляться шанс Абдисалама. Пропускает он, конечно, больше, но только так, наверное, он будет иметь возможность доносить свои удары. Хоть сколько-нибудь. Очередная атака навстречу от Моусара Баймасханова. Бой! Очередная 5-минутка начинается. Снова действует вторым номером Баймасханов. Не позволяя сопернику сближаться. Очередной лоу-кик от Курбаныч Абдисалама. О, хороший Но сколько все-таки прошел. Здесь промахнулся справа Баймасханов и сам был близок к тому, чтобы получить ответный удар. Справа здорово, как встречает Баймасханов. Провалился Абдисалам. Насколько же чувствителен Моусар Баймасханов, насколько же его интеллект бойцовский находится на высоком уровне. Очень хорошие данные и талант у этого парня, но и, соответственно, трудолюбие. Дальше он будет только прогрессировать, если продолжит в таком же ключе. Ну и вот, пожалуйста, первый тейкдаун, но не сумел зафиксировать Курбаныч Абдисалам соперника. И защищается Моусар Баймасханов. Не позволяет он себя все-таки перевести. Ну и Абдисалам, в свою очередь, продолжает напирать. Ох, потерял равновесие сейчас Баймасханов. И при этом пропустил он тоже удар. Чувствует Курбаныч Абдисалам, что вот эта тонкая грань, наверное, нить, вот, пожалуйста, что вот-вот может он достичь желаемого успеха и проводит первый тейкдаун, такой полноценный в этом поединке. А это всего лишь экватор поединка. Прошло сколько и осталось. Представляете, сколько еще шансов и времени у Абдисалама. Возможно, сейчас он как раз-таки начинает переламывать ход поединка. Да, 5-раундовый бой, этот марафон
Для базового рукопашника это испытание. Но это лишь эпизод. 2 раунда остались за Баймасхановым. Этот пока непонятно. В плотном захвате держит своего соперника Моусер Баймасханов. И, пожалуйста, поднимает Гирихан Шибилов бойцов в стойку. Не сумел развить свое преимущество Кубаныч Абдисалам. Такой тяжелый тейкдаун, который он заполучил ценой неимоверных усилий, по большому счету не принес ему особых дивидендов. Еще одна была попытка, которую заблокировал Баймасханов. Колено хорошее навстречу. И хороший локоть в исполнении Абдисалама. Еще один. Да, просто продолжает идти вперед, несмотря ни на что, боец из Кыргызстана. Просто ни по чем ему удары Моусера Баймасханова. Это то, о чем мы говорили. Не обладает тоннажом ударов, тяжело сдержать соперника. Да, еще одна попытка перевести. Удачная. Заправляет ноги Кубаныч Абдисалам. И что ж, попытка удушающего. Вот это да. Растягивает от соперника 10 секунд. Да нет, уже отпустил. И тут просто очень тяжелые удары наносит одним за другим. Выживает буквально сейчас Моусер Баймасханов. И, наверное, подбадривают болельщики Моусера Баймасханова. Кубаныч Абдисалам, окрыленный своим успехом в предыдущей пятиминутке, идет вперед. Буквально ни на секунду избавляет он своего давления. Преследует оппонента по всему периметру клетки. Ищет возможность для входа в клинч. цепляет слегка Кубаныч. И сам тоже пропускает слева от Баймасханова. Серьезное покраснение под левым глазом Кубаныч. И сейчас он еще пропускает прям в голову. Еще один удар. Слишком откровенно идет вперед Кубаныч. И как раз таки на встречном движении удается Моусеру периодически подловить своего соперника. Хорошая двойка. Еще раз встречает Баймасханов соперника. Попытка перевести от Кубаныча. Неудачная. И через ударную технику Кубаныч Абдисалам входит в клинч, но не позволяет ему Моусер Баймасханов перевести себя в партер. Наседает на него Кубаныч. Баймасхан снова уходит от тейкдауна. Ну и работа навстречу очередной раз успевает нанести пару ударов до цели Моусера Баймасханова, но очень уверенно в этом раунде защищается Баймасханов. Сейчас обменялись бойцы ударами. И посмотрите, что делает Кубаныч. Вопреки всему идет вперед. Боец из Кыргызстана не отстает, не сбавляет он давление ни на секунду. И здесь уже работа с корпусом. Нет, не решается Кубаныч бросить с корпуса. Переходит к ногам.
И все-таки удается. Как же настойчив Кубаныч в своем стремлении перевести соперника в партер. Это давление, один за другим, попытки снова и снова повалить соперника. В определенный момент уже где-то, может быть, и психологически надламливает. Ну, конечно же, изнашивает этим напором Абдисалам своего соперника. Ну и очень дорогого стоила эта попытка, потому что много ударов навстречу пропустил Кубаныч Абдисалам. И здесь ему нужно что-то делать, ему нужно проводить добивание. Простой перевод, учитывая то, сколько он пропустил навстречу, может не перевесить чашу весов в этом раунде. Кубаныч понимает это, одиночные добивания молоточками. Старается вязать его, насколько это возможно, Моусер Баймасханов. Здесь уже и колени, локти, вернее, включает. Ну и здесь, да, все-таки удается добивание Кубанычу Абдисаламу. Забирает он концовку 4-го раунда. Очень важный со стратегической точки зрения раунд. Если судьи отдадут его бойцу из Кыргызстана, то по ощущениям счет 2-2 по раунду. Но, вероятно, боковые считают по-другому. Мы можем только лишь предполагать. Уже амплитудные добивания мы видим, и кровь уже. Бой! Ну что ж, 5-й раунд. Решающий, заключительный 5-й раунд. Уважаемые друзья, чемпионского поединка в легком весе организации Беркут Young Eagles. По совместительству это также финал Гран-при данной весовой категории. Кубаныч Абдисалам, Кыргызстан против Моусера Баймасханова, Россия. Выбрасывает бой, правый удар Моусера Баймасханова. Ну, в том же стиле продолжает действовать Абдисалам Кубаныч. Он оседает. Сейчас уже руки, ноги у соперника не так быстры. Все-таки вот эти вот переводы во в третьем, четвертом раунде дали о себе знать. Навстречу действует Моусер Баймасханов. Уже привычно. И, пожалуйста, попытка тейкдауна неудачная, но слева цепляет соперника на выходе из этого захвата. Еще раз Кубаныч Абдисалам. 2 удара он доносит до цели. И навстречу еще раз слева уже Моусер Баймасханов попадает. 3,5 минуты отделяют нас от завершения данного поединка. Вот попытка решающего от Баймасханова, колено в корпус. Но Абдисалам выходит из этой позиции, пропускает снова слева кыргызский файтер. С двойкой провалился Абдисалам. Кубаныч остался на ударной дистанции, чем воспользовался Моусер Баймасханов, пробил в ответе навстречу. Еще одна попытка перевести Баймасханова, неудачная. И локоть доносит до цели Кубаныч Абдисалам на выходе из клинча. Браво, встречает очень здорово своего соперника Баймасханов. Растет буквально вот эта шишка под левым глазом у гематома у Абдисалама. Еще одна попытка перевести, забирает спину. И посмотрите, Кыргызский все-таки файтер, удается. да, затаскивает, называется.
Да, очень тяжелый бой для обоих спортсменов. И тактически, как грамотно действует Абдисалам. Мысль его ясна, и удается ли ему это выполнить, удается. Очередной тейкдаун, и если он его завершит, этот раунд так же, как и предыдущие два, будет очень близок к победе. Это точно. Нельзя было, конечно, допускать этого тейкдауна Моусару Баймасханову. Стратегически очень и очень важный момент. Ну и многое зависит от того, удержится ли в этой позиции боец из Кыргызстана. Как уже отметил Адам, сможет ли он завершить именно в таком положении данный поединок, тогда его шансы возрастут. Но мы видим, что не собирается выпускать своего соперника из этого положения Кубаныч Абдисалам. Активен он, проводит добивание и развивает свое преимущество Кубаныч Абдисалам. Все-таки пятираундовый марафон — это, конечно, очень серьезное испытание для любого бойца. И мы видим, что тот прессинг, который оказывал боец из Кыргызстана на Моусара Баймасханова, он дал свои плоды. Как бы этот бой не завершился, все-таки именно вот эта работа первым номером, постоянное наседание на соперника, это позволило нивелировать разницу в классе именно ударной техники и пробить оборону Моусара Баймасханова. 15 секунд до конца данного боя. Уже 10. И, по-видимому, действительно, Кубаныч Абдисалам завершает этот поединок с доминирующей позицией. Все, 5 раундов позади, ждем официального вердикта судей. Для награждения спортсменов приглашаются президент Лиги Беркут Ян Иглс Руслан Хамзаев, а также Яраги Гитаев. Так, Яраги Гитаев, Руслан Хамзаев будут проводить это награждение в весовой категории до 70 килограммов. Кто же стал все-таки чемпионом, мы узнаем буквально через несколько мгновений. Классный поединок мы с вами увидели, уважаемые друзья. Пятираундовый бой двух классных соперников, классных бойцов. Каждый был хорош по-своему. Уважаемые поклонники боевых искусств, по итогам 5 раундов в этом поединке одержал победу и стал обладателем гран-при Беркут Ян Игл в легком весе. Единогласным решением судей Абдисалам Кубаныч! И что ж, поздравляем Кубаныч Абдисалама, бойца из Кыргызстана. И все-таки, да, уступив в первых 2 раундах, 3 пятиминутки он оставляет за собой. Очередной престижный пояс отправляется в Республику Кыргызстан. Так и оценили этот поединок боковые судьи. Моусар Баймасханов расстроен, его можно понять. Первое поражение в карьере. Конечно же, это всегда Мы поздравляем очень тяжело. победителя, поздравляем обладателя. Ну и первый чемпион давайте аплодировать, не из дорогие России. друзья. Даже Спасибо так, огромное, да. ребята, за потрясающий поединок. Надо дать Действительно, должное был Кубанычу настоящий Абдисаламу. Все-таки чемпионский бой. гнул Мовсар, свою линию, аплодисменты да. тебе. И он прошел очень серьезных соперников. Каждый его бой был испытанием. В каждом бою, наверное, ставили Ну а против него сегодня мы поздравляем нашего победителя. Магомед обладателя Амин гран-при Миятлиев, Абдулла Лиги Аль-Мурзаев, Беркут Ян Иглс в Казим легком Туменов, весе Абдисалам Кубаныч, Моусар Баймасханов. Это Кыргызстан. самые серьезные имена и самые серьезные соперники в данном гран-при. И всех их Абдисалам прошел. Давайте отдадим ему должное. Грозный! Я хочу поблагодарить моих братьев, моих друзей, мой тренер. Я 2 месяца сбор в Дагестане проходил. Мансур Чакаев, вам большое спасибо. И я хочу благодарить Камил брат,
большое спасибо вам. Мне много людей помогало. Братья, всем большое спасибо. Я хочу Маэльбек Хасюр поблагодарить. Мне дайте топ-10, топ-5 рейтинговый бойцы. Дай мне, иншаллах, я буду до конца драться здесь. Точнее. Всем спасибо большое, братья. Все, салам алейкум.